Milli telekanalının canlı efirinde açıklaf programması. Selamun aleykum, hürmetli seyirciler. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Her zaman olğanı gibi bu vakitte biz canlı efirdemiz ve studiyada men Leviza Setbilalova. Nevbetteki yarım saat devamında nevbetteki açık subetini dikkatınizga taqdim etmege biz endi hazırmız ve bugün studiyamızın musafiri Kezlev şehir memuriyeti başının muavini Elmar Mambetov. Эльмар Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Сегодня с вами говорим о Евпатории. Разумеется, как прошел 2017 год, какая была проделана работа, какие планы на 2018 год. Но прежде хочу отметить, что сегодня мы в прямом эфире, и, как всегда, у нас в студии работает телефон, поэтому обращаюсь к нашим телезрителям. Урметли сeyirciler, bizim stüdyamızda her zaman olğanı gibi canlı telefon çalışa ve ekranlarda көрген telefon номері vasıtasıyla nevbetteki yarım saat devamında telefon açıp bilirsiz. Mevzumuz boyunca eğer de Elmar Bey'e suallarınız olsa, müracaatlarınız mutlaka telefon açınız. Bizim sübetimizden iştirakçısı siz de olunuz ve biz ise şimdi sübetimizge geçemiz. Эльмар Бей, вы как замглавы администрации Евпатории, вот за прошедший год, какие можете обозначить основные достижения в части обустройства города, жителей, естественно, курортного города? Какие основные победы, скажем так, были в прошлом году? Ну, год в целом был, конечно, непростой, порой даже, можно сказать, сложный, но, тем не менее, мы с гордостью можем сказать, что были яркие достижения и даже победы. В этом, конечно, заслуга, прежде всего, всех евпаторийцев, которые принимали непосредственное участие в организации проведения мероприятий, конкурсов и так далее. Ну и, конечно, моих коллег, потому что мы все-таки одной большой командой делаем все для того, чтобы жители нашего города получали именно результат. Поэтому в целом хочу сказать, что мы уже второй год подряд признаны самым экологически безопасным чистым регионом Крыма. Что касается по линии спорта, мы выиграли в номинации. Первое место в номинации именно самый спортивный город Крыма 2017. Также на территории нашего муниципального образования городской округ Евпатория был реализован проект. Это открыли специализированную библиотеку для слабовидящих. Ну и, конечно же, наш маршрут Малый Иерусалим тоже занял первое место. И по линии ЖКХ реализована была программа именно комфортная среда, чистый город, уютный город. Поэтому сегодня это хорошая возможность для всех жителей поучаствовать в данной программе. Также идет по программе Госкомнадзора сегодня решается вопрос относительно подключений именно к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Но вот что касается данного вопроса, действительно у нас льготная категория граждан, это там дети-сироты, инвалиды, если они стояли, допустим, на получении жилья, была программа в 2016 году, люди получали сертификаты. С помощью этих сертификатов они реализовывали, либо добавляли свои средства и приобретали жилье. Те, которые подпадали именно под выдачу жилья, то сегодня город эту программу реализовал. Были предоставлены, конечно, и квартиры. Но администрация города Евпатории после того, как, я думаю, что и все остальные администрации на территории нашей республики, после выдачи именно квартиры для льготной категории граждан, данная квартира становится собственностью человека. И программы, которая дает возможность еще сделать ремонт в этой квартире, ее нету. Есть программа по линии, это Департамент труда соцзащиты, материальная помощь, которая предоставляется для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но эта материальная помощь в размере 2 прожиточных минимумов, поэтому она в данном случае не поможет. Тут единственное, человеку нужно искать эти средства для ремонта квартиры. Важная информация, да, для многих крымчан. Эльмар Бей, действительно, вот стоит отметить, что пожалуй, для всех евпаторийцев одна из самых обсуждаемых тем – это, наверное, дороги в микрорайоне Исмаил-Бей. Исмаил-Бей – это, между прочим, первое поселение компактного проживания крымских татар в Крыму, да, если я не ошибаюсь. Как на сегодняшний день обстоят дела? Ну, микрорайон Исмаил-Бей в этом году уже исполняется 28 лет. Дела на сегодняшний день у нас только на контроле, данная ситуация. К сожалению, мы как администрация города Евпатории по нашим объектам федеральной целевой программы именно по
линии 8, по направлению 8, мы обращались с просьбой, чтобы функции заказчика передали нам. Как только, для того, чтобы люди понимали, как только функции заказчика у администрации города Евпатории, то у нас есть рычаги воздействия на тех же подрядные организации, проектные организации и так далее. Когда заказчиком выступает служба капитального строительства Республики Крым и когда заказчиком выступает служба автомобильных дорог Республики Крым, мы можем только ситуацию прорабатывать и предлагать своим коллегам тот или иной выбор. Но выбор всегда останется непосредственно за заказчиком. К сожалению, по данному объекту строительства дорог с твердым покрытием заказчиками мы не выступаем. Заказчиком выступает служба автомобильных дорог Крыма. Сегодня мы столкнулись с рядом проблем. В свое время, еще в 2016 году, проектные организации, акционерное общество «Транспроект», которое находится в Казани, полностью с экспертизы был выведен проект. Мы получили положительное заключение экспертизы еще в 2016 году. Приступили к строительно-монтажным работам в связи с тем, что ряд процедур было, которые отменяли именно процедуру выбора подрядных организаций. Это ИФАС нам отменил первые торги, вторые торги нам Министерство экономического развития не согласовал, потому что банковская гарантия не была вовремя предоставлена именно подрядной организации. Но так как мы обращались и к главе республики Сергею Валерьевичу, и к Руслану Исмаиловичу, и Искандер Ага помогал в данном вопросе, все-таки 1 ноября мы заключили контракт с ООО «Евростройреставрация», город Краснодар. На сегодняшний день прорабатывается полностью по всем дорогам. Уже первый слой, как говорится, корыта уже у нас приготовлен, слой дорожного полотна, они уже демонтировали, корыты готовы, и сегодня уже установка ведется бордюров, потому что по проекту у нас заложено именно в проектной части, которая вышла с экспертизы, это строительство как самого дорожного полотна, а также строительство тротуаров, установка бордюров. И по улицам, по 3 улицам, которые мы планируем закольцевать и пустить по ним маршрутное такси, это улица Хаджи Давлет-Гирея, Эреджи Паусинова, Блямит-Аджи, еще проектом заложена установка остановочных павильонов и освещение. Поэтому все вопросы на контроле, только вот сегодня с начальником службы автомобильных дорог проговаривали эту ситуацию. Есть ряд вопросов, конечно же, сразу могу сказать, что по некоторым улицам люди в свое время вышли за границы красных линий, и колодцы вывели за границы красных линий. Поэтому с этой проблемой сталкиваемся, но исходя из того, что есть понимание, в первую очередь, с жителями, которые проживают в данном микрорайоне, мы этот вопрос прорабатываем. Он у нас на контроле. Есть еще один дозвонившийся человек. Давайте послушаем. Алло. Да. Вы в эфире, Буйрнус. Мен doğmuşum tura kvartirный учетта, Диляра Мамед. Симферополь, Ахмедчикте, 208 yıldan derтлі. Участник войны. О льготник, я о льготник дугульма. Сіздің суалыңыз? Алло. Ана о Евпаториядан квартира алмағасы, тура учетта Яшай Симферопольда Ахмедчикте. Это невозможно, я отвечу сразу, потому что сегодня, потому что сегодня и в целом жилищный кодекс всегда предусматривал получение жилья именно по месту прописки. Если человек прописан в городе Симферополе, то он имеет возможность и право обратиться в администрацию города Симферополя для получения жилья. А какая процедура здесь в целом с квартучетом в Симферополе, знают только мои коллеги, которые курируют данную сферу. У нас же в Евпатории, могу сразу сказать, что та очередность, которая сформирована, это порядка 327 человек. Мы понимаем, что очередность есть, и сегодня как раз-таки вот в рамках федеральной целевой программы мы начнем строить 108-квартирный жилой дом. Поэтому земельный участок мы под это отвели. Сегодня, для реабилитированных? Именно для реабилитированных граждан. Сегодня земельный участок отведен. Сегодня уже полностью проводится именно проектная документация, приводится в порядок. У нас определена именно
подрядная организация, которая занимается проектной документацией, Саранск граждан проект, они подали уже документы полностью СКС, так как служба капитального строительства выступает заказчиком. После того, как они пройдут экспертизу, нашу госстроэкспертизу крымскую, мы сможем тогда разыграть уже процедуру торгов на строительно-монтажные работы. Мы планируем построить 108-квартирный жилой дом, это трехподъездный в 9 этажей. Поэтому, ну, так как эту проблематику в целом не закроет, потому что все-таки очередность больше, чем 108 человек, сегодня прорабатывается именно вопрос проведения инвентаризации других земельных участков, и мы проговариваем с нашими коллегами с Госкомнадзора, непосредственно с председателем, чтобы была возможность все-таки нам дать возможность еще раз участвовать в данной программе, и хотя бы, если не 108-квартирный, хотя бы еще 72-квартирный жилой дом предусмотреть для депортированных граждан. Ну, раз уже затронули вот жилищный вопрос, то есть ли в Евпатории, работают ли какие-либо еще другие программы, которые позволяют гражданам, пускай это будет даже не из числа реабилитированных, получить собственное жилье? Да, в Евпатории реализуется программа. На сегодняшний день, я считаю, довольно-таки успешно она реализуется. Это жилье для российской семьи. Сегодня в рамках этой программы у нас застраиваются 4 многоквартирных дома. Один дом мы уже полностью сдали в эксплуатацию, люди уже получили ключи. Да, в прошлом году. Да, еще в прошлом году, даже в позапрошлом году. В 2016. Сегодня у нас уже тоже второй дом, как говорится, на выходе вот в эксплуатацию. Также еще 2 дома мы достраиваем. И в дальнейшем те люди, которые обратились именно с заявлением на получение жилья по данной программе, они это жилье получат, потому что непосредственно с компанией СО все вопросы проработаны, у нас понимание есть. Самое главное, что в этой программе, какой плюс. Эта программа дает возможность сегодня приобрести жилье по меньшей цене. Если в целом квадратура за квадратный метр у нас 55-60 тысяч за квадратный метр предусмотрено жилье на получение, то по этой программе за 35 тысяч рублей можно приобрести 1 квадратный метр жилья. Также для государственных служащих, муниципальных служащих по этой программе предусмотрена возможность получения еще 30% субвенции, субсидии, которую сегодня Республика Крым дает возможность закрыть. Поэтому это хорошее подспорье, это замечательная программа. Я думаю, что эта программа будет и в дальнейшем реализовываться на территории Республики Крым. А мы будем просить еще, как говорится, как минимум несколько домов для строительства, для решения данного вопроса. И есть у нас еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум салям. Это с Евпатории беспокоит вас, Гульнар Юсуповна. Да, пожалуйста, Я ваш вопрос. с 2006 года состою на депортированной очереди. Я очень хотела бы узнать, какие ждут нас перспективы. У меня сын и вырос в этом общежитии, и погиб. Мы уже почти 30 лет живем в общежитии. Хотелось бы уже условий, уже возраст. Чохсаунс, а скажите, какие вы сегодня в порядке очередности состоите на квартирном учете? 59-я. 59-я? Депортированная очередь. Тогда у меня есть к вам совет. Вы обратитесь в жилищный отдел, непосредственно к начальнику жилищного отдела Анастасии Николаевне, чтобы она предоставила вам справку официальную, что вы состоите на квартучете под номером 59. И после того, как будет построен наш 108-квартирный жилой дом, который реализуется по программе ФЦП, вы будете иметь возможность получения квартиры именно в этом доме. Саул за ответ. Эльмар Бей, ну, говоря о объектах социального назначения, школы, детские сады и прочее, знаем, что и в рамках ФЦП также в Евпатории реализуется и строительство новых объектов, реконструкция уже имеющихся. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Да, по линии и Минобраса, и по линии Госкомнадзора сегодня реализуются эти объекты. Если по линии Минобраса у нас реализуются объекты, которые подлежат реконструкции, это наша «Золотая рыбка», это наш детский сад «Якорек», это наши школы,
Что касается именно строительства объектов, то здесь опять-таки заказчиком выступает служба капитального строительства Республики Крым, и мы реализуем по данной программе строительство 2 детских садов и 2 школ. 2 детских сада у нас, получается, это в городе, в 8-м микрорайоне, 1 детский садик. Мы уже его сдали в эксплуатацию в 2017 году полностью. У нас уже в марте месяце детки пойдут в этот детский сад. Что касается детского сада, который в микрорайоне Исмаил-Бей, там есть, сразу могу сказать, есть свои погрешности и минусы в том, что сегодня данный объект находится на стадии расторжения контракта с подрядной организацией. Поэтому мы сегодня... С чем связаны такие действия? Действия связаны с тем, что подрядчик, я так понимаю, те условия, которые заказчик перед ним поставил, все-таки у заказчика, как у службы капитального строительства Республики Крым, есть функционал, это технадзор. Ряд проблем, которые, допустим, они нашли, они опираются на них. Подрядчик же, в свою очередь, его тоже можно понять, он говорит, дайте мне рабочую документацию, установленные сроки, я буду строить объект. Поэтому мы в данную процедуру именно не вмешиваемся, которые взаимоотношения между подрядчиком и заказчиком. Но мы со своей стороны предложили новую модель. Сегодня, чтобы не идти путем расторжения контракта, или если, допустим, эта процедура зайдет, именно уже судебные процедуры приведет, можно подписать и заключить мировое соглашение и все-таки завести субподрядную организацию, причем подрядная организация на это готова, для реализации данного проекта. Потому что для нас важно сегодня не взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком. Для нас важна на сегодняшний день реализация объекта и результат, чтобы наши дети, которые проживают в микрорайоне Исмаил-Бей, это порядка 600 сегодня детей только дошкольного возраста. Мы должны реализовать сначала этот объект, построить детский сад на 135 мест. Помимо этого была проведена процедура целая по кадастрированию земельного участка, который рядом, получается, с земельного участка, который рядом прилегает к этому участку, для строительства объекта уже по второй очереди строительства детского сада. Мы на этом не останавливаемся. Сегодня и инвентаризация земельных участков в целом микрорайоне происходит, не только и в Исмаил-Бей, и в Спутник-1, потому что понимаем, что сегодня строительство детских садов и школ должны вестись не только в микрорайоне Исмаил-Бей. Жители, которые проживают в микрорайоне Спутник-1, они тоже имеют право пойти в те же самые детские сады и школы. Поэтому и по линии СКС сегодня вот школу на 480 мест и школу, которая реализуется в 8-м микрорайоне, тоже мы строим. Эльмар-бей, ну и в 2 словах хотелось бы о планах на 2018 год услышать. Какие в перспективе задачи, цели, что в ближайшем будущем будет реализовано? Ну, в планах, конечно, у нас в первую очередь, так как мы понимали, что социальные объекты, они, конечно, важны, они нужны, но в первую очередь людей всех беспокоит, это все-таки касательно мест компактного проживания, это все-таки строительство дорог с твердым покрытием. Поэтому в планах у нас на будущее сегодня уже проводится целая процедура, если у нас 5,67 километров дорог уже предусмотрено строительно-монтажных работ. На этот год в апреле месяце мы сдаем первый, получается, этап, уже вводим в эксплуатацию эти дороги. Сегодня уже проводится процедура по выход у нас из экспертизы в прошлом году состоялся. Мы хотим зайти на строительно-монтажные работы дорог, которые будут прилегать к объектам ФЦП, как подъездные пути. Ну и, конечно же, закадастрировать другие земельные участки. И в планах у нас в целом до 2020 года как минимум 20 дорог, чтобы у нас было в микрорайоне Исмаил-Бей и Спутник-1 в целом. Поэтому это вот даст возможность. А по городу тоже очень много объектов, которые нужно реализовать и в плане спортивной инфраструктуры, и туристско-рекреационного кластера и так далее. Çok sağ olun Эльмар-бей. У нас, к сожалению, вот так быстро пролетел наш эфир. Хисмет Улса, обязательно еще встретимся не раз с вами в нашей программе. Sağ olunuz, işleriniz Sizге çok sağ olunuz. Урметлі сeyirciler, bu ellikten programımız sonuna geldi. Gelecek efirlerge kadar görüşkence sağlıklı kalınız.